А на Нерюнгринской птицефабрике запустили новую котельную. Скажется ли на цене продукции переход на автономное теплоснабжение и что еще он даст предприятию, выясняли наши коллеги. Доставшаяся в наследство акционерному обществу Сайсары не в лучшем виде, Нерюнгринская птицефабрика претерпевает ряд изменений, связанных прежде всего с модернизацией. Одним из значимых нововведений является построенная в кратчайшие сроки современная автоматизированная котельная. Стоит отметить, что финансирование данного объекта велось исключительно на средства предприятия. Она даст нам достаточно большую экономию финансовых средств, которые мы раньше оплачивали, когда мы покупали тепло со стороны, получается. И самое главное, да, вот эта экономия у нас приведет к тому, что эти деньги мы дальше пустим эти деньги дальше на развитие производства. Себестоимость, соответственно, курицы у нас, продукция, как говорится, упадет. И самое главное, да, вот это экономные деньги у нас пойдут на увеличение зарплаты наших работников. Останавливаться на достигнутом предприятие не собирается. На следующий год запланирована постройка холодильного хозяйства, что в будущем даст значительную экономию, так как на сегодняшний день приходится использовать арендованные холодильные хранилища, на которые в течение этого года было потрачено около 14 миллионов рублей. Наряду с вышеперечисленным Нерюнгринская птицефабрика намерена увеличить и объемы выпускаемой продукции. Перспективы развития производства, да, вот этого бродильного производства и вот яичного производства тут огромные. Тут практически получается у нас вчера первый контракт мы заключили за пределы республики на 100 тонн. Деньги уже поступили, мы начинаем с вчерашнего дня отгружать уже в Новосибирскую область. С напутственной речью на открытии котельной выступили представители администрации района и контролирующего органа. Был проведен национальный обряд Алгыс, после чего состоялась экскурсия по вводимому объекту. Сергей Козюра, Нерюнгри.